Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о каких событиях расскажем в этом выпуске. В России объявлена нерабочая неделя. Максимальное ограничение контактов между нами всеми. С подробностями Рамиль Галиулян. Газ в каждый дом. Газ приходит в дома, в населенные пункты, границам участков. В дома деревни Суровка Тукаевского района пришло долгожданное голубое топливо. Радость с жителями разделил Рамиль Шайдуллин. Каждый день они обходят 60 домов. 3 дня уже ждала с нетерпением. Ну, перепись надо уж всем. Как проходит перепись альметьевцев и почему активны пенсионеры, увидела Филюза Хамидуллина. Горячая линия Всемирного конгресса татар о переписи. Нам чужого не надо, но каждый татарин должен быть посчитан. На какие вопросы ответят по телефону, узнала Лина Зинатуллина. С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Такие меры связаны со сложной эпидситуацией в России. Как доложила Татьяна Голикова, ежедневно в России коронавирусом заражается более 35 тысяч человек, умирают более 1000. Идет рост заболевших, госпитализированных и находящихся на ИВЛ в ряде регионов страны, и при этом темпы вакцинации остаются низкими. Для эффективной борьбы с ковид Владимир Путин предложил увеличить темпы прививочной кампании и сократить срок получения ПЦР-тестов до суток. Глава государства также рекомендовал регионам самим определять продолжительность нерабочих дней в зависимости от эпидобстановки. Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно 2021 года нерабочих дней. В тех регионах страны, где ситуация с эпидемиологической ситуацией наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее, например, с субботы 23 октября. Повторю, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи, с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, понятно, что в каждом субъекте федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда начали бороться только с эпидемией, предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительные можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. То есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней. Собственно говоря, Татьяна Алексеевна сейчас об этом и сказала. Я поддерживаю то, что она предложила. Или при необходимости продлить эти нерабочие дни на период после 7 ноября. Оперативный штаб республики доложил Рустаму Минниханову об эпидситуации в Татарстане. По итогам доклада, а также с учетом обращений представителей малого и среднего бизнеса, приняты следующие решения. Не вводить выходные дни с 23 октября. Продолжить действовать ограничения, принятые с 11 октября. Это QR-коды, обязательная самоизоляция пожилых и вакцинация отдельных категорий граждан. С 30 октября по 7 ноября работу продолжат предприятия и организации непрерывного цикла, обеспечивающие жизнедеятельность, органы государственной и муниципальной власти, МФЦ, образовательные учреждения. Президентом поставлена задача по увеличению темпов вакцинации, что напрямую влияет на принятие дальнейших решений по введению нерабочих выходных дней. Рустам Минниханов дал поручение Оперштабу и Роспотребнадзору вести анализ эпидемиологической ситуации и к 30 октября дать предложение по дальнейшей организации работы.
Режим выходного дня не подразумевает стандартный выходной день, заявила на пресс-конференции руководитель оперштаба Лейла Фазлеева. Нужно будет ограничить контакты и проводить время дома. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Татарстане к середине недели, об усиленном режиме работы многофункциональных центров и о коечном фонде в госпиталях расскажет Рамиль Галиуллин. Дорогие друзья, период не самый простой, период сложный. В оперативном штабе подчеркивают, эпидситуация в республике, как и по всей стране, остается сложной. Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября – мера вынужденная. Однако это не локдаун, как весной прошлого года, но и не повод для встреч с друзьями и путешествий, подчеркивает Лейла Фазлеева. Нерабочий день не подразумевает под собой веселого времяпрепровождения. Они под собой будут иметь цель пресечения цепочки передачи вируса, а значит максимальное ограничение контактов между нами всеми. Торговый центр точно только с QR-кодами и точно контроль усилен будет со стороны органов контроля. Вот дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, и при любых проявлениях у детей каких-то острых респираторных вирусных инфекций ни в коем случае к своим пожилым родственникам их отвозить нельзя для того, чтобы они понянчились. В нерабочие дни органы власти продолжат работу в обычном режиме. МФЦ также будут принимать жителей, в том числе и по выходным. Поток посетителей уже сегодня увеличился значительно. Если раньше принимали по 1500 в день, теперь 10 тысяч. Мы закрываться не будем, будем работать в штатном режиме. То есть людям не о чем беспокоиться и в праздничные дни, и в будние дни. В МФЦ отметили, 4, 6 и 7 ноября многофункциональные центры будут оказывать только самую востребованную на сегодня услугу – подтверждение учетной записи на госуслугах. 5 ноября можно будет получить весь спектр услуг. Новости ходят, то, что хотят объявить локдаун. Поэтому быстрее пришла получить услугу. У меня у сына день рождения, получается, 16-го был. Из-за этого надолго нельзя затягивать за получением паспорта. Первый раз получает паспорт, за этим пришли. Как отметили в оперштабе, за последние 10 дней темпы вакцинации в Татарстане выросли почти в 10 раз. Так, за последние сутки прививку от коронавируса получили больше 28 тысяч человек. Сегодня республика занимает второе место в стране по числу привитых двумя компонентами. Вместе с тем в республике за неделю на треть выросло количество больных старше 65 лет. То есть каждый четвертый – это пожилой житель нашей республики. И здесь, с учетом того, что вакцинация их идет недостаточными темпами, это, конечно, предоставляет особые риски. Мы сегодня видим, что мобилизация наших всех усилий против борьбы с острыми респираторными вирусными инфекциями, включая пневмонию, требует достаточно больших усилий. Поэтому у нас развернуто на сегодняшний день максимальное количество коек за всю историю наблюдений с момента борьбы с вирусными инфекциями. Сейчас работают 57 госпиталей, готовят к открытию еще 2. На помощь 17 тысячам медикам направили 700 ординаторов и 400 учащихся колледжей. Система работает с большой нагрузкой. Рамиль Галиуллин, Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин и Даниил Филатов, ТНВ, Казань. 8 смертей от ковид зарегистрировано за последние сутки в Татарстане. Выявлено 125 новых случаев заражения. 40 из них приходятся на Казань. Много заболевших в Нурлатском районе – 21 человек. В Чистополе – 15. В Лениногорске – 13. В Набережных Челнах, Алексеевске и Альметьевске зафиксировано по 6 случаев. По стране более 34 тысяч инфицированных коронавирусом за последние сутки. В Татарстане за вторник привились еще 28 тысяч человек. Ущерб бизнесу Татарстана от нерабочих дней может составить 15 миллиардов рублей. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане выпал первый снег. Кадрами в соцсетях поделились жители Автограда. Снег с дождем наблюдался также в Альметьевске и Аксубаево. Так, в гидрометцентре республики предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Активный атмосферный фронт северо-западного циклона первым накроет западные районы Татарстана. Завтра там ожидается мокрый снег, порывистый ветер, ухудшение видимости, на дорогах гололедица. В утренние часы температура понизится до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +7.
В оставшейся без общественного транспорта Бугульме сегодня запустили заказные автобусы. В местном исполкоме отметили, это мера временная. Автобусы будут курсировать по сентябрьскому графику. Напомним, в городе разорился единственный местный перевозчик. Репортаж об этом мы делали в пятницу. 2 недели жители в городе с 80-тысячным населением вынуждены были ходить пешком или вызывать такси. 1 октября в Бугульме был объявлен конкурс на обслуживание городских маршрутов. Новый перевозчик появится не ранее 5 ноября. В этом году в Татарстане подвели газ к 3000 участков. До конца года в плане еще 800 домов. Сегодня запустили газопровод в деревне Суровка Тукаевского района. Голубое топливо поступило в 470 домов на 2 года раньше запланированного. Теперь будет гораздо теплее и дешевле, радуются сельчане. Подробнее Рамиль Шайдулин. Пока готовим на электричестве. Пока коронное блюдо по привычке готовится в электрической духовке. Альбина Салимова сегодня накрывает праздничный стол. 4 года назад они переехали в новый дом и столько же ждали газа. Отапливать дом начали электрическим котлом с 2017 года. То есть до сегодняшнего дня, можно сказать, мы отапливались электричеством. Было очень накладно, по финансам очень было трудно. В семье 2 маленьких детей. Салимовы отапливают 100 квадратных метров жилья. Зимой приходят большие счета. В зимний период где-то от 12 тысяч до 15 приходилось платить. Все изменилось сегодня. В деревне по республиканской программе ввели в строй новый газопровод. Для жителей совершенно бесплатно. Газ приходит в дома, в населенные пункты, границам участков бесплатно. Это результат совместной продуктивной работы правительства республики и компании «Газпром». Суровка – деревня, которую одновременно можно назвать и старой, и молодой. Даже на одной этой улице видно, как много здесь новых домов. Но самое новое, что здесь есть, это, конечно, вот эти желтые трубы. Это тот самый газ, который подвели каждому хозяйству. Таких газопроводов вводов 470. Газ пришел в дома на 17 улицах. Такая же радость ждет и жителей других сел Тукаевского района. В этом году бесплатно к газу подключат 1000 домов. Уровень качества жизни стремительно растет каждый год. И здорово, что Татарстан в этом является для многих регионов примером и ориентиром. Масштабная республиканская программа газификации коснется и микрорайона Подсолнухи. Этот поселок для многодетных семей без газа уже 8 лет. Сейчас здесь проживают почти 1000 человек. Там среднее давление уже подведено, установлено 7 ГРП. Вот. Таттрансгаз это контролирует. Она в программе до 2023 года. Эта территория тоже по программе Министерства промышленности, она будет газифицирована. Как сообщили в «Газпроме», сейчас в республике газифицировано 99,6% домов. Поступило еще 2500 заявок на газификацию по федеральной программе. Уже до конца года голубое топливо появится еще в 370 домовладениях. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Тукаевский район. В республике продолжается всероссийская перепись населения. Это 5-й день. Более 7000 переписчиков с самого начала недели опрашивают жителей. В Альметьевске на одного из них приходится в среднем 250 домов. Жители об этом событии уже информированы, готовы к приходу переписчиков. Есть и те, кто участвует не в первой переписи, и у них есть возможность сравнить организацию всероссийского опроса. О преимуществах нынешней переписи Филюза Хамидуллина. Эльмире Ждановой в течение месяца предстоит обойти 250 домов в Альметьевском районе. Пол, месторождение, образование, национальность. Чтобы ответить на все 33 вопроса, нужно примерно 15 минут. В целом люди очень добродушные, очень приветливо встречают. Особенно пенсионеры ждут нашего прихода, двери открыты. Нурания Адамова участвовала в переписи населения 2002 года. Говорит, тогда ходили по домам с бумажными анкетами. Сейчас же у каждого переписчика на руках планшет, и опрос идет быстрее. Тяжелые эти дипломаты таскали с собой, и погодные условия, приходилось заходить каждому домой. Нам проще не заходить домой, и можно переписать у дома. Здравствуйте!
Здравствуйте, перепись населения. Для Николая Рыжикова эта перепись вдвойне важна. Он председатель территориально-общественного самоуправления. Говорит, интересно узнать, насколько изменился микрорайон за последние 10 лет. Здесь, по его подсчетам, проживает больше 5000 человек 11 национальностей. Перепись населения очень важная, во-первых. Нужно нам знать, сколько же все-таки населения в нашей стране. А мне конкретно надо знать, сколько здесь точно в Урсале, микрорайон Урсала. Потому что я председатель ТОСа нашей Урсалы. Каждый день, вот 3 дня уже ждала с нетерпением. Но перепись надо уж всем. Девчонки домой приходят, нам удобнее уж. Мы пенсионеры, ходить неудобно. Если кого-то не застали дома, переписчики оставляют записку. Людей не оказывается дома, я оставляю вот такую записку о том, что может прийти специально на участок или позвонить по телефону. Это 12-я перепись в истории страны. В этот раз есть возможность принять у себя переписчика, дойти до стационарного переписного участка или заполнить данные самостоятельно на портале госуслуг. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Быть частью единого татарского народа – в этом моя национальная гордость. Легенда казанского Акбарса, капитан нашего хоккейного клуба Данис Зарипов обратился к жителям республики и призвал активно принимать участие каждого во всероссийской переписи населения. Кем я запишусь в переписи населения? Конечно, татарин. Мой отец татарин, мама татарка. Во мне течет татарская кровь, и моя национальность – татарин. Я чту татарские традиции и стараюсь продолжать их. Быть частью единого татарского народа – в этом моя национальная гордость. Сегодня есть 3 способа предоставить о себе сведения. Традиционный и привычный для всех – принять переписчика дома. С начала этой недели они уже начали подомовой обход. О важности события, целях и задачах переписи и что она может дать всем народам, проживающим на территории нашей страны, мы спросили в интервью с доктором социологических наук Гульнарой Габдрахмановой. Почему важно пройти перепись? Мы, к сожалению, с 2010 года не знаем, сколько народов живет в нашей стране, сколько языков в нашей стране. Поэтому нам очень важно, нам, ученым и органам государственной власти управления, знать вот эти цифры. Если мы получим данные переписи, мы будем знать, сколько народов в нашей стране, сколько языков, и, соответственно, будем понимать, сколько школ нам нужно будет национальных строить в нашей стране, сколько учебников нам необходимо готовить. То есть эти показатели очень важны именно с точки зрения определения перспектив развития нашей страны в самых разных областях. Почему важно точно указывать свою национальность? Человек, который не безразличен к национальному вопросу, он должен все-таки каким-то образом нести ответственность и за судьбу татарской нации, за судьбу татарского языка, за судьбу татарской истории, великого татарского народа. Сегодня у нас, все мы подвержены глобализации, к сожалению, унификации, и многие языки, народы, культуры сегодня все активнее и активнее стираются, исчезают. Поэтому, если мы все-таки хотим сохранить наше культурное достояние, культурное наследие, каждый человек должен записать свою национальную принадлежность. На что нужно обратить внимание, отвечая на вопросы? Перепись – это очень важное государственное мероприятие, которое будет определять нашу жизнь на следующие 10 лет, до следующей переписи. Поэтому здесь важен голос каждого. Голос каждого будет обязательно учтен. И я думаю, что каждый должен очень ответственно отнестись к этому мероприятию, потому что каждый будет, по сути, участвовать в будущем нашей страны на ближайшие 10 лет. Перепись – это не только социальный и экономический портрет страны. Главное – это возможность заявить о своей национальной идентичности. Это уважение к истории своего народа, языку, культуре, традициям, а также людям, которые внесли свой вклад в прославление своей нации. С этого дня мы открываем рубрику «Знаменитые татары», в которой расскажем о выдающихся ученых, просветителях, музыкантах, известных во всем мире. Сегодня речь о физике, кардиохирургии и астрофизике. Все они живут за пределами Татарстана, но не теряют связь с родиной. Руаль Сагдеев, советский и американский физик, родился в 1932 году в Москве в татарской семье. Затем вместе с родителями переехал в Казань. Окончив школу с серебряной медалью, поступил на физфак МГУ. Работал в Институте атомной энергии. Затем возглавил Институт космических исследований. Уже в 36 лет стал академиком Академии наук СССР. Руальду Сагдееву принадлежат труды по физике плазмы, а также исследования управляемого термоядерного синтеза. Он лауреат
Ленинской премии, герой социалистического труда. В 90-е ученый переехал жить и работать в США и часто приезжает в Казань. Когда мне говорят, вот вы там русский, я все время подчеркиваю, я татарин. Рашид Сюняев, советский российский ученый-астрофизик, родился в Ташкенте в татарской семье, окончил Московский физико-технический институт. Рашид Сюняев участвовал в важных исследованиях ранней Вселенной, включая изучение рекомбинации водорода. В соавторстве создал теорию, получившую название «Эффект Сюняева-Зельдовича», посвященную изменению интенсивности радиоизлучения реликтового фона. Рашид Сюняев – обладатель множества престижных международных премий и возглавил Институт астрофизики общества имени Макса Планка в Германии. В 2017 году был номинирован на Нобелевскую премию по физике. Академик периодически приезжает в Татарстан и часто общается со своими коллегами по видеосвязи. Я очень бы хотел, чтобы мои дети учили татарский. Детям поздно, чтобы мои внучки учили татарский, они маленькие. Ринат Акчурин, советский и российский кардиохирург, родился в 1946 году в Узбекистане в семье татарских учителей. Начал работать хирургом в Московской области, стал известен как авторитетный специалист, развивший уникальное направление восстановительной, сосудистой кардиохирургии. Выполнил операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину. Стал академиком Российской академии медицинских наук. Ринат Акчурин – автор более 300 научных публикаций, обладатель множества государственных наград России и Татарстана, частый гость в Казани. Дома говорили или по-русски, или по-татарски. Наверное, это хорошо, что мы говорили на 2, на 3 языках. Телеканал «Новый век» поздравляет с юбилеем Азгата Сафарова, председателю Совета директоров телерадиокомпании «Новый век», руководителю аппарата президента республики, исполнилось 60 лет. Практически всю жизнь он посвятил службе в органах внутренних дел. 14 лет Азгат Сафаров возглавлял МВД Татарстана. С 2013-го руководит аппаратом президента. ТНВ желает Азгату Ахметовичу крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в реализации всех планов и начинаний во благо республики. 17 производителей продуктов питания из Татарстана участвуют во всероссийском национальном конкурсе «Вкусы России». Народное голосование за лучший бренд стартовало сегодня. Татарский чай, мед, утка казанская, корт. Участвуют производители мясной продукции, национальных сладостей, сыров. Здесь и старинные блюда, история которых насчитывает несколько веков. Есть и молодые бренды, созданные фермерами. Каждый житель может проголосовать на сайте конкурса и поддержать 3 любимых продукта. Выбрать лучшие бренды можно до 7 ноября. Мы ставили перед собой цель в кооперативе именно собрать татарстанский мед и вывести его, экспортировать в зарубежные страны и показать то, что в России, в Татарстане тоже есть свой мед. Продукция на вот этом всероссийском конкурсе, она представляет нашу республику. И для нас, как для жителей республики Татарстан, как для людей, которые здесь выросли, работаем, для нас очень важно, чтобы наша продукция была узнаваема. Сегодня в Казани стартовала перепись бездомных собак. Ее проводят студенты Академии ветеринарной медицины. В анкете волонтеры укажут возраст, пол, окрас, степень упитанности, характер животного, место обитания. В этой переписи сложнее всего найти собаку. В переписчике бездомных животных записалась и Вероника Гайнудинова. Сейчас каждый житель знает, что идет перепись, и к ним придет переписчик. Собаки же не подразумевают, что их вышли считать. А ведь к ним идут настоящие переписчики. У них своя униформа, они вооружились телефонами и специальной анкетой. Возраст, пол, окрас собаки. Если бирка, где ее обнаружили, проявляет ли агрессию? Вот вопросы анкеты. Вести перепись бездомных собак вышли студенты ветеринарной академии. У нас есть определенный маршрут конкретного района. Мы равномерно распределяемся по всему району и идем из точки А в точку Б. Во время похода студенты смотрят в разные стороны, смотрят между дворов, в различных закоулках, есть ли безнадзорные животные. Возраст взрослый. Пол мы не можем определить в фотке никак, мы близко не подходили. Волонтеры фотографируют собак, а уже потом заполняют анкету. Так они пройдут по всей Казани. Главное – безопасность. Все студенты прошли курс по кинологии и знают зоопсихологию. Ни в коем случае нельзя собаку гладить именно ладонью, а именно только тыльной стороной, потому что для собаки, для большинства собак на улице вызывает как хватательный эффект. Если собака к вам сама проявляет интерес, подходит, то нельзя
в ее сторону обращать никакого внимания, просто стоите, она вас обнюхает и понимает, что вы никакую угрозу к ней причиняете. Сегодня в Казани около 10 тысяч бездомных собак, но эти цифры не точные. Перепись поможет определить численность животных и скорректировать работу городских и республиканских структур. Будем в дальнейшем принимать уже решения в части планирования вместимости приютов. Хватит ли нам того приюта, который есть сегодня в городе? Нужно ли строить новый? Что мы будем делать с животными, которые будут возвращаться в город, в места прежнего обитания? Только в Новосавиновском районе студенты нашли около 100 собак. Через неделю у волонтеров повторный обход, чтобы точно переписать всех. Перепись повторят и весной, когда появится потомство. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Это все, о чем мы успеваем вам рассказать. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца октября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. Антициклон принес в республику похолодание и осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, Бугульмия, Бавлаха и Азнакаева будет облачно, жителей ждет снег с дождем, ветер усилится. Не обойдется без осадков в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Температура пониженная, плюс 2-3 градуса днем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши ожидается снег, переходящий в дождь. Довольно холодно, плюс 2 градуса. В Арске, Кукмаре и Балтаси ветрено и плюс 3-5 градусов днем. В Болгаре, Дрожжином и Буинске температура сохраняется низкой. Ожидаются осадки и усиление ветра. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше мокрый снег, дождь и до плюс 4 градусов. В пятницу осадки прекратятся, вновь потеплеет. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Боль в спине? Пора начинать лечение в Доктор Ост. Вместо скальпеля и лекарств новейшие технологии. Мы создаем условия, чтобы ушли боль и скованность движений. Даже грыжа исчезает без следа. Доктор Ост. Лучшая клиника по лечению позвоночника. Федеральные сети медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани облачная погода сохранится. Ожидается снег с дождем. Ночью от 1 тепла до 2 мороза, а днем до плюс 8 градусов. Ветер южный, сильный, порывистый. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное, но перемены в погоде неблагоприятны для метеозависимых людей. По многолетним наблюдениям за природой в народе считалось, что именно с этого дня начинается похолодание. Да, погода меняется, но и улучшение не за горами. Не забывайте зонты. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 октября в аптеках «Икона», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» проходит акция «Снижение цен. Покупай выгодно». Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Магне Б6 60 таблеток 449 рублей. Максилак 10 капсул 520 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека «Икона». Вот где выгодно.